Мы говорили о многих вещах, и главный вопрос, с которым я пришел, это Шиханы. Да, мы обсуждали Шиханы, проблемы этих замечательных гор. И я принес документы от своих друзей, от науки, от экологов. Все ему это отдал, потому что у меня было впечатление, бывает часто, что высокому начальству, не вся информация до него доходит, да. В общем, да, все документы отдал от науки, и говорил о том, что есть возможность, в принципе, не лишать работы 9 тысяч человек. Никто же этого не желает. У них семьи, им надо работать, работников БСК. Но просто брать сырье в других местах, оно есть. И это просто дороже будет, конечно. Но тоже не так намного. Но можно сохранить и гору, и рабочие места для людей. И тут человек, это самое главное, конечно, в нашей стране. В общем, у меня были свои аргументы, у президента свои, мы спорили достаточно, долго. В общем, остались мы я на своей точке зрения, он на своей. К сожалению, к консенсусу не пришли, скажем так. Но он обещал встретиться с экологами и с наукой отдельно и еще раз обсудить эту тему и свои доводы и аргументы высказать экологам. Дай Бог, чтобы это произошло, это очень важно. Но он, скажу, что переживает, конечно, за это дело, это видно, переживает. Не просто так, знаешь, неформально к этому относится. Но 9 тысяч рабочих, это, конечно, очень важно для него и для нас, для всех. Но гора тоже очень важна, и это экология уникальная, и все, и красота ее первородная. Это очень важно просто, чтобы детям, это все, что останется, после нас, природа, это очень важно. Вот так. Потом говорили о свободе слова, о критике, о том, о сём, и о многих вещах, о проблемах нашего общества. В общем, был такой серьезный, интересный разговор, обмен мнениями о происходящем. Вы меня знаете, я за слово в карман не лезу. Ради Фаритович тоже. То есть так рубились с ним, да.